Песенка про нефть. Я простой рабочий на тракторном заводе. Фамилия Синицын, звать меня Володя. Каждый день с утра иду я на завод. И длится это счастье 25-й год. Вот, стою у станка, я точу детали. Из деталей этих делают педали. Платят мне немного, как наплакал кот. Но я не жалуюсь, а чё, у нас весь город так живет. Вот, но недавно началась странная ботва. Деньги стали таять быстрее раза в два. Цены в магазинах очень резко поднялись. И стало не хватать мне на мою плохую жизнь. Я начал беспокоиться, в чем дело, не пойму. Но тут по телевизору сказали, что к чему. Мол, это нам Америка коварно поднасрала, вследствие чего цена на нашу нефть упала. Но это все искусственно спланированный акт. Скоро все изменится, это точный факт. Не смогут нас пиндосы долго нагибать. Цена на нефть на матушку поднимется опять. И будет все как прежде, мы будем процветать. И мне на жизнь плохой опять начнет хватать. Понравилось мне очень все, что диктор произнес. Но у меня остался малюсенький вопрос. Я очень рад, конечно, что вот-вот подорожает нефть. А чё, бля, если нет? Чё будет, если нет? Я понял, все исправится, когда подорожает нефть. А чё, бля, если нет? Вот так вот раз и нет. Многоуважаемые те, кто у руля нашего большого нефтяного корабля. Чё-то я не понял, как же вышло так? Вы же говорили, будет все ништяк. Вы все эти годы дружно нефть качали. Вы не знали меры, горя и печали. Вы день и ночь трудились, служа своей отчизне. И хватит этих денег вам на 10 тысяч жизней. А мне как жить, ребята? Я простой рабочий. У меня из накоплений только камни в почках. Совсем немного мяса на поверхности костей. Могу я не дождаться хороших новостей. Но это же неправильно, что нефть сосали вы. А все идет к тому, что вы теперь сосали мы. Воруйте на здоровье, мне в принципе насрать. Но почему при этом я должен умирать? Я очень рад, конечно, что у вас подорожает нефть. А чё, бля, если нет? Чё будет, если нет? Я очень рад, ребята, что вот-вот подорожает нефть. А чё, бля, если нет? Сосать желания нет. Ладно, нефиг сопли размазывать по рылу. Все равно все будет так же, как и было. Буду рвать я жопу на своем окладе, а вы до самой смерти купаться в шоколаде. Но что если однажды вы все-таки умрете, и вопреки науке на небо попадете, и встретит вас там старец в белом одеянии, дедок довольно жесткий, несмотря на обаяние, и скажет вам: ребята, вот это вы пожили, признайтесь, вы нарочно удивить меня решили. Я понимаю, жизнь дается один раз, но я же создал землю не только ради вас. Вели себя вы очень-очень плохо, шалунишки, как будто не для вас писал я заповеди в книжке. Спасибо вам, конечно, что строили вы храмы, но это не входило в основную часть программы. Надеюсь я, ребята, на ваше понимание. Я не могу пустить вас в приличную компанию. Мне жаль, что вам придется теперь гореть в аду. Но так вы хоть поймете, что я имел в виду. Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред. А чё, бля, если нет? Чё будет, если нет? Вы скажете, такого не случится с нами никогда.